Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сейчас по традиции расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. Международный экономический форум Абхазии «Инвестиции в будущее» пройдет в республике по инициативе главы государства. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за март месяц текущего года. Работы в новом районе завершены. Сейчас счетчики устанавливают в многоквартирных домах в районе турбазы. Всего сутки остались до старта Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее», который пройдет в республике по инициативе главы государства. Форум нацелен на развитие экономики страны. Основные цели заключаются в демонстрации инвестиционного потенциала Абхазии, укреплении деловых связей с зарубежными партнерами, а также в разработке конкретных механизмов для улучшения делового климата и стимулирования роста прямых инвестиций в экономику. Тему продолжит Гугут Севардания. Апрель в Абхазии начнется с масштабного мероприятия, главная цель которого – укрепление связей с внешними партнерами и выработка механизмов для улучшения делового климата. Несколько дней в республике на разных площадках будут проводиться круглые столы и пленарные заседания. Специалисты и эксперты обсудят важные аспекты в социально-экономическом развитии страны. Ожидаются и высокие гости. Среди них представители стратегического союзника России, включая руководство ряда регионов, гости из ближнего и дальнего зарубежья – Таджикистана, Кыргызстана, делегация Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым. В работе форума примут участие и коллеги из других стран. Для нас, для нашей с вами экономики, это очень хороший шанс показать себя, рассказать о своем потенциале, попытаться обсудить нашему бизнесу с представителями крупного бизнеса Российской Федерации различные инвестиционные проекты, различные бизнес-вопросы. Поэтому, говоря о том, что нам дает этот форум, могу с уверенностью сказать, что это достаточно существенный толчок для развития нашей экономики. В республике формируется новый предпринимательский климат. Реализация ключевых проектов в сфере логистики и инфраструктуры, таких как запуск аэропорта и железнодорожного сообщения с Сириусом, дополнительный импульс для развития экономики. Абхазия становится все более востребованным направлением для путешествий и инвестиций. Поэтому для местных предпринимателей форум – шанс выйти на новый уровень. Ведь на его полях ожидается подписание ряда соглашений, меморандумов и протоколов о намерениях по различным направлениям, в том числе в сфере регионального сотрудничества, развития сельского хозяйства, креативных индустрий, культуры, а также некоторые соглашения в торгово-экономической и инвестиционной сфере с участием представителей абхазского и российского бизнеса. Нужно сказать, что Международный экономический форум в Абхазии – это достаточно серьезное событие для нашей страны. Форум такого уровня проводится в Абхазии не впервые, но, к сожалению, достаточно давно таких мероприятий в нашей с вами стране не было. Главные темы пленарных заседаний и круглых столов – туризм, авиасообщение и транспортная инфраструктура, виноградарство и виноделие, влияние креативных индустрий и, конечно же, сельское хозяйство. Откроется форум рабочей встречи представителей туристического бизнеса. Хочу отметить, что у нас два круглых стола, один 3 числа, другой 2 числа. Они разделены. Допустим, 2 числа мы специально готовим встречи, так они называются, B2B, для абхазского бизнеса, для ательеров, чей номерной фонд не превышает 50 номеров. Это, скажем так, малый бизнес, который зачастую недополучает туристов. Мы для этого пригласили в Абхазию конкретно турагентов, чтобы напрямую связать их, представить, презентовать и попробуем заключить соглашение для того, чтобы еще больший поток, скажем так, гостей, туристов именно пошел в малые объекты размещения. Что касается в общем форума и нашего непосредственно круглого стола по туризму 3 числа, который в Аракиче состоится, конечно, мы ждем новых презентаций, мы ждем новых инвесторов,
потому как задача стоит развитие туризма. Вы знаете, мы развиваемся, но темпы нас не всегда устраивают. Мы хотим еще больше, еще лучше, еще быстрее развиваться. Большая часть форума пройдет в Сухуме, а некоторые мероприятия и круглые столы состоятся в Ачимчирском и Гудаутском районах. На каждом мероприятии будут представлены меры государственной поддержки, обсуждаться проблемы в отраслях и вырабатываться предложения по улучшению законодательства и финансирования, а также снижению административных барьеров. Надеемся, что форум станет значимой площадкой для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом. Главная задача для нас – обеспечить переход от теории к практическим решениям и проектам. Главой государства дано поручение самым внимательным образом отнестись к предложениям, сформулированным на полях форума и в рамках тематических секций. Экономический форум – отличная возможность продемонстрировать потенциал республики, показать партнерам другую Абхазию. Форум может стать платформой, которая создаст дополнительные связи, а также послужит формированию нового образа страны в рамках экономического сотрудничества. И это будут не только привычные пейзажи и море, но и деловая современная республика, где кипит жизнь и строятся амбициозные планы. Гугу Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Итоги подготовки войск за март месяц подвели в Министерстве обороны. Совещание прошло под руководством главы оборонного ведомства с участием начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций, учреждений ведомства. В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовок. Особое внимание уделено состоянию дисциплины, правопорядка, поддержанию боеготовности. В течение марта Министерством обороны и Генеральным штабом планомерно выполнялись требования главнокомандующего вооруженными силами президента республики и министра обороны к подготовке вооруженных сил. Главная задача мы себе ставили на март месяц – это повышение обороноспособности республики в критической для нашей страны сфере. И эта задача успешно решена. При непосредственном участии воинских частей вооруженных сил России и, безусловно, наших воинских частей. Организовано взаимодействие при совместном решении задач вооруженных сил республики и вооруженных сил России. Спланированы мероприятия оперативной, мобилизационной и боевой подготовки проведены полностью. Успешно решены задачи в ходе учений с воинскими частями постоянной готовности. Отмечу, что абсолютно правильно выбрали методику подготовки штабов и войск в боевых условиях непосредственно в поле. Это правильно, и такую методику надо дальше продолжать. Особое внимание уделяли применению беспилотных летательных аппаратов, защиты от ударов беспилотных летательных аппаратов, маскировки и маневру войск. И вот такой подход надо и в дальнейшем сохранить. Иран официально признал Украину частью войны США и Израиля против Исламской Республики. Об этом в своем письме генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу написал постпред Ирана при организации. Заявление последовало на фоне рапорта от иранских военных о поражении украинских целей в регионе. На складе в Дубае находились системы противодействия беспилотникам, связанные с Украиной и предназначенные для оказания помощи Великобритании. Там же находился 21 военнослужащий Украины. В результате совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса Стражей Исламской революции цель была поражена и уничтожена. На прошлой неделе глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента назвал украинскую территорию законной целью Тегерана из-за помощи Израилю. Еще в середине марта Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила 201 военного специалиста в области противодействия беспилотникам в страны Ближнего Востока. Мы поговорили с политологом Бесланом Хакба. По его мнению, масштабирование конфликта может втянуть в него новых игроков. Вот такое открытое вмешательство Украины в региональной войне, это говорит, что участник
один из участников этого конфликта может стать Украина, потому что, тем более, на стороне Израиля и США. Это может не понравиться Ирану, и соответствующая реакция будет со стороны Ирана по отношению к Украине. А много рычагов влияния есть, между прочим. Это может открыто вмешаться в конфликт между Россией и Украиной и открыто заявить, что мы на стороне России. Я не думаю, что какое-то влияние на ход военных действий со стороны Украины будет оказано, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что если какое-то вот противодействие серьезное имеет место со стороны Ирана, это исключительно благодаря своим собственным силам. Но понимаете, в чем дело? Мы не знаем завтра, как будут разворачиваться события на Ближнем Востоке. Многие начали говорить о пехотном нашествии со стороны США по отношению к Ирану. Может начаться такая пехотная экспедиция. Некоторые части, чтобы захватить Иран, чтобы контролировать так называемый Ормузский пролив. Но, знаете, все подчеркивают, если это произойдет, это будет ловушка большая для американцев, потому что никогда Иран не смирится с контролем Ормузским проливом, потому что это настолько стратегически важно в плане обеспечения своей энергетической безопасности. И поэтому я думаю, что какие-то переговоры все-таки произойдут, и какой-то коренной перелом произойдет в плане все-таки мирного урегулирования этого конфликта, потому что многие страны заинтересованы в этом, потому что это начало отражаться на свое энергетическое благополучие, особенно в европейских странах. Поэтому я думаю, что какие-то шаги в плане мирного развития этого конфликта мы увидим в ближайшие дни. 2500 электронных приборов учета электроэнергии установлено на данный момент в новом районе столицы. Работы по установке счетчиков продолжаются. Сейчас счетчики устанавливают в многоквартирных домах в районе турбазы. Ход работ проинспектировал министр энергетики Баталмушба. Репортаж Шазины Ханагу. С утра министр энергетики ознакомился с ходом работ по улице Ладария в районе турбазы. В рамках очередной инспекции Баталмушба осмотрел процесс реновации внутриподъездного хозяйства многоквартирных домов и оснащения абонентов современными интеллектуальными счетчиками. Это большая программа и охватит все районы республики. Сейчас работы проводятся в столице. В новом районе работы практически завершены. Осталось около 10 многоквартирных домов. Установлено 2500 приборов учета. Специалисты, завершившие работы в новом районе, переведены в район Турбазы и Синопа. На Турбазе работы ведутся в 4 домах. Сейчас проходят подготовительные этапы. Это бурение межэтажных перекрытий, установка кабельных лотков. Думаю, что через пару дней мы уже приступим к установке самих приборов учета. У нас работают наши коллеги из Татарстана. Это компания Smart Energo. Это непосредственно монтажная бригада. Производителями данных приборов учета является компания Промэнерго. Работы ведут более 120 специалистов из компании Smart Energo. На следующей неделе ожидается прибытие еще 20-25 человек. Параллельно начаты работы в городе Гудаута, также в 4 многоквартирных домах. По завершении работ в районе Турбазы следующий этап – центр города. В Гудаутском районе, в районе военного городка, там на текущий момент пробурены дома для прокладки кабель-каналов и проложения всей сопутствующей инфраструктуры. Аналогичные работы проведены уже в этих домах по улице Ладария. Сейчас мы видим, что наши специалисты, которые занимаются монтажом, они нарастили свой человеческий ресурс, что позволяет уже нам охватывать одновременно большее количество районов, домов. Министр энергетики подчеркнул, что работы по обновлению внутриподъездного хозяйства не проводились во многих домах с окончания войны или с постсоветского периода. Мы уже видим, что в тех домах, в которых завершены работы, падают нагрузки, улучшается напряжение в розетках наших жильцов. И сами жильцы отмечают, что напряжение становится более стабильным, и это позволяет им, конечно же, снижать и какие-то повреждения их внутридомовой домашней аппаратуры. Поэтому данные работы, конечно же, будут продолжаться. Определенные сложности, конечно же, тоже появляются. Это вот связано со всякими водонагревательными элементами, трубами водопроводными и так далее, которые задерживают бурение и так далее, потому что приходится обходить все этажи, выбирать маршрут, где можно проложить кабель. В частности, как в данном доме, например, да, есть такие моменты, где не получается выбрать магистраль, то есть мы уже обращаемся непосредственно к жителям с просьбой переместить свои бойлеры для того, чтобы мы могли проложить свой кабель.
До конца 2026 года необходимо установить 60 тысяч приборов учета. В среднем работы в одном доме занимают от 4 дней до недели. Во временные рамки укладываются. Никаких конфликтов с местным населением у нас нет. Люди принимают эту информацию достаточно радушно в связи с тем, что мы не только приборы учета устанавливаем, мы еще и меняем все кабеля, все магистрали, то есть обновляем всю инфраструктуру, электрическое хозяйство, поэтому это на долгие годы как бы будет как безаварийно, будет снижение потребления, то есть все расчеты произведены под конкретный дом, и они соответствуют всем стандартам, всем расчетам, то есть аварийности не будет. С 1 апреля в Абхазии вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для физических лиц. Ранее правительство по поручению президента временно заморозило рост тарифов для населения. Это было сделано, чтобы поддержать граждан в зимний период, в период пиковых нагрузок и повышенного сезонного энергопотребления. Это было связано с тем, что президент посчитал целесообразным необходимость поддержать население в период высокого энергопотребления, в зимний период, когда, как вы знаете, наши граждане включают обогреватели, это дополнительно увеличивает нагрузку на электросетевое хозяйство и, соответственно, увеличивает потребление электроэнергии. Было понятно, что и возрастает одновременная финансовая нагрузка для населения. Чтобы более благоприятные условия создать в этот период повышенного энергопотребления, правительство временно заморозило запланированное повышение и перенесло его на 1 апреля, на период, когда уже стабилизируются уже и погодные условия, и, соответственно, будет снижаться нагрузка. При потреблении электроэнергии физическими лицами для бытовых нужд тариф при подключении одной фазы составляет 2 рубля. При трехфазном подключении 2 рубля 70 копеек. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуми с 28 марта по 4 апреля проходит республиканский тур предметной олимпиады среди учащихся общеобразовательных учреждений. Работы для испытаний готовили специалисты АГУ совместно с Министерством просвещения. В общем, в олимпиаде принимают участие более 1000 школьников. Это учащиеся 9, 10, 11 классов со всей республики. Впервые в этом году проходит олимпиада по черчению. Сегодняшний день посвящен истории Абхазии черчению. Черчение впервые за последние годы мы проводим 3-й тур Олимпиады. Количество учащихся, конечно, пока мало, но мы надеемся на то, что эта традиция дальше будет расширяться. По истории Абхазии более 100 участников. Это не может не радовать. Интерес к истории родной страны безумно радостно для нас среди 9, 10, 11 классов. Выставка «Москва. Сухум. Искусство общего века» доступна для посещения в Абхазской национальной картинной галерее. Экспозиция организована Министерством культуры Российской Федерации, Государственным музейно-выставочным центром РосИЗО и Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры». Как отметил в интервью нашей программе директор галереи Сурам Саканев, вход на выставку бесплатный. В работах представлены природа и архитектура малых городов России, живописное побережье Крыма, красоты Кавказских гор. Люди приходят, смотрят, с детьми приходят, из школы тоже приходят. На 2-м этаже работы российских художников, которые в свое время, так скажем, в недавнем прошлом учились в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге и Сурикова в Москве. Одним словом, 28 работ было подарено Министерству культуры России, картинной галереи Абхазии. 28 работ уместилось на таком небольшом пространстве. Эти работы подарены, поэтому эти работы уже достояние Абхазии, достояние Республики Абхазии и картинной галереи. И в этом плане, конечно, есть предложение, чтобы мы в будущем делали бы выставки и пускали бы людей, зрителей за определенную плату. 2 апреля в Москве откроются Дни культуры Абхазии в России. Проект охватит 3 российских города – Москву, Владимир и Нижний Новгород и продлится до 6 апреля. В этом году российские зрители увидят выступление одного из самых ярких и самобытных коллективов нашей страны – государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш. Коллектив усиленно готовится к гастролям. Дни культуры Абхазии в России – это традиционный формат сотрудничества Министерства
министерств культуры двух стран. В рамках подписанной в прошлом году программы российские и абхазские исполнители участвуют в международных музыкальных фестивалях и конкурсах в Абхазии и России. Так, ответные выступления российских исполнителей пройдут в середине апреля в Сухуми. Это проект сотрудничества между двумя странами, Российской Федерации и Республики Абхазия, подписанный в 2025 году. Перед зрителем выступит государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш. Программа будет очень обширная. Я думаю, что всем понравится. В 3 городах ансамбль выступит. Это в Москве, в городе Владимир, в Нижнем Новгороде. Я очень рад и очень горжусь ансамблем, потому что я знаю, что они достойно представят Абхазию в России. В середине апреля мы ждем в Абхазии артистов России с гастролями в город Сухум. Серебряный гран-при и 3 первых места занял детский хореографический ансамбль «Фортын из Гагры» на фестивале «На вершине» в Краснодаре. Как рассказал руководитель коллектива, заслуженный артист Абхазии Мурат Крия, ансамбль представил 3 танца – абхазский народный, аварский и аураща. За все танцы были присуждены первые места. Бронзовый гран-при, а также первую и вторую премию выиграл ансамбль из Сухума-Уарада. В фестивале также приняли участие коллективы из северокавказских республик, которые представили около 100 номеров. Мастер-план развития транспортной инфраструктуры столицы помогут создать представители московской фирмы «Инноватранспорт». В администрации Сухума прошла рабочая встреча главы Тимура Агарба с представителями компании. С 31 марта по 4 апреля российские специалисты проведут первичные консультации и изучат на месте градостроительные и технические условия, проведут визуальный осмотр ключевых транспортных узлов и проанализируют текущую нагрузку на дорожную сеть. Обсудят с абхазскими коллегами приоритетные направления развития городского транспорта и мобильности, ознакомятся с имеющейся документацией по территориальному планированию, проведут предварительный сбор данных для формирования концепции мастер-плана. Ответственным за реализацию проекта назначен замглавы столицы Константин Тарба. На улице Войнахской в Сухуме проводится ремонт дорожного полотна. Как рассказал замглавы администрации Сухума Константин Тарба, рабочие приступили к очередному этапу ремонтно-восстановительных работ – к заливке бетона. Ранее на улице провели новый водопровод, проложили канализацию, подключили более 100 домовладений к новым коммуникациям. Строители приступили к очередному этапу на улице Войнахской. Это окончательный этап. Прежде мы провели водопровод, канализировали данную улицу, подключили более 100 домовладений к этим коммуникациям. На данном этапе ребята будут заливать бетоном улицу, бетонировать этот участок больше 800 метров. Работы начаты несколько дней назад. В течение 2 недель планируем закончить работы при благоприятных погодных условиях. В завершении выпуска расскажем о погоде. В среду, 1 апреля, в Абхазии без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.